наши заемщики оплатили порядка 700 миллиардов тенге налогов в бюджет. После жесткой критики главы государства Порядка 30% нашего портфеля — это новые заемщики. Уровень импорта сократился до 36%. позволит это больше не покупать овощи у соседних стран? Каждый 4-й киловатт-час возобновляемой энергии, который мы потребляем, это проекты, которые были профинансированы Банком развития Казахстана. А как обычный житель Казахстана может почувствовать изменения? Проект по газификации страны, доступ к интернету в селах, финансирование больниц, 5000 километров автомобильных дорог. Чем сегодня занимается БРК и что готов предложить завтра? Добрый день. Банк развития Казахстана. В последнее время эта государственная финансовая структура у многих на слуху. За время своей работы БРК переживал реформы и трансформации, подвергался критике. И это, безусловно, вызывает интерес у казахстанцев. Чем сегодня занимается БРК и что готов предложить завтра? У нас в студии председатель Банка развития Казахстана Марат Елибаев, который из первых уст расскажет нам о том, чем сегодня занимается БРК. Марат Талгатович, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Давайте для начала поговорим о вас. Перед нашим интервью мы изучили вашу биографию, вы учились по программе «Болашак», у вас есть большой международный опыт, работали в компаниях «Большой четверки», Евразийском банке реконструкции и развития. Скажите, пожалуйста, как вы вообще выбрали финансовую сферу, почему и каким был ваш путь в БРК? Наверное, все начинается со школьной скамьи. Еще будучи школьником, я активно увлекался математикой, был призером областных республиканских олимпиад. И это, наверное, заложило основу любви к цифрам, к математике. И определило на мою профессию. И будучи еще на 3-м курсе Казахского экономического университета, получил образовательный грант от компании Deloitte. И в последующем прошел практику и уже на 4-м курсе работал в данной компании. Последующие, наверное, 17 лет работал в разных международных компаниях, такие как, вот вы сказали, «Большая четверка», PricewaterhouseCoopers, Deloitte, инвестиционный фонд «Ситик», «Казна». И последние 8 лет я работал ведущим банкиром в Европейском банке реконструкции и развития. И в 2019 году, когда глава государства объявила о программе президентского молодежного кадрового резерва, я помню, еще мы вот тогда сидели с друзьями и обсуждали, почему бы нам не поучаствовать в данной программе, так как те идеи и предложения, они очень соприкасались с нашими идеями. И в 2019 году стал обладателем или участником, как правильно сказать, кадрового резерва. И в 2022 году после критики главы государства меня пригласили заместителем председателя Банка развития Казахстана. Последний год я являюсь руководителем данного банка. Вот вы сейчас упомянули критику, давайте здесь поподробнее остановимся. В 2022 году, как вы сказали, вы пришли в Банк развития Казахстана сразу после жесткой критики главы государства, который заявил о необходимости перестроить деятельность банка и улучшить его репутацию. С критикой также выступал глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам и вашей команде изменить ситуацию? По данным направлениям мы изучили международный опыт и утвердили новую десятилетнюю стратегию Банка развития Казахстана, которая базируется на открытости, прозрачности, цифровизации, кластерном продуктовом подходе и международном сотрудничестве. Но в первую очередь это цифровизация. Как вы знаете, сейчас деятельность на финансовых учреждениях достаточно автоматизирована, да, у нас очень много хороших примеров, и мы внедрили личный кабинет, то есть любой заявитель может подать заявку с любой точки мира. Не обязательно приезжать в Астану и подавать документы. Сейчас мы внедряем механизм, когда кредитные соглашения можно будет подписать через АЦП онлайн. Да? То есть очень важная часть с точки зрения доступности наших услуг. Вторая основная часть, наверное, это вот, дать возможность всем предпринимателям участвовать в нашем финансировании. И в рамках этого мы внедряем так называемый проактивный подход, продуктовый подход, когда мы не ждем, когда клиенты к нам придут, а идем навстречу клиентам. И в рамках этого, на примере нашей дочерней организации Фонд развития промышленности, мы открыли 5 филиалов, региональных филиалов в городах Атырау, Актау, Шымкент, Павлодар, Кустанай, и активно привлекаем региональные предпринимателей на финансирование от наших учреждений. И в рамках этого как раз сейчас активно обсуждается внедрение продуктового подхода, когда мы не заточены на конкретный процесс одобрения, а заточены на весь продукт получения финансирования и реализации инвестиционных проектов. Ну, в дополнение можно сказать, что с 2022 года у нас меняется наш кредитный портфель, и порядка
30% нашего портфеля — это новые заемщики, новые клиенты, которые ранее не работали в Банке развития Казахстана. Эта работа планомерно, поэтапно идет. Третья немаловажная часть нашей деятельности — это корпоративный сайт. Как вы знаете, все наши проекты и заявки на получение финансирования отражаются на нашем сайте. Не только отражают сами проекты, но и основные условия, включая сумму, ставку, сроки и конечных бенефициаров данных проектов. Как правило, это на самом деле банковская тайна, и многие финансовые учреждения не раскрывают данную информацию. Но, понимая нашу сущность государственного банка, мы берем обязательства от наших потенциальных заемщиков при входе, что данную информацию мы можем разглашать публично. Если потенциальный заемщик не готов раскрывать данную информацию, соответственно, мы не можем рассмотреть данный проект. И, наверное, последняя очень важная часть трансформации — это наша международная деятельность, это работа с международными институтами развития. Мы активно за последние несколько лет совместно реализуем несколько проектов с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Азиатским инвестиционно-инфраструктурным банком и много-много других наших партнеров, с которыми мы совместно реализуем проекты, делимся опытом, да, и принимаем тот международный опыт, который нам нужен для улучшения нашей деятельности. Ну вот, наверное, вкратце вот эти те направления, которые сейчас проходят по данной деятельности. Ну вот вы рассказали о процессных изменениях, а изменились ли как-то приоритеты финансирования проектов? Я бы, наверное, обозначил 5 направлений. Они очень сильно перекликаются с государственными программами. В первую очередь можно сказать про зеленую энергетику. Ну, как вы знаете, глава государства обозначил, что Казахстан должен быть углеродно-нейтральным к 60 году. И в рамках этого большая работа проводится с точки зрения снижения выбросов СО2 в атмосферу. Да. И яркий пример — это, наверное, наши проекты возобновляемых источников энергии. Мы профинансировали 12 ВИЭ-проектов. Это и солнечная генерация, это гидрогенерация, это и ветрогенерация. И более чем на гигаватт мощности, и из них 700 мегаватт уже работают сейчас. Хорошая аналогия, наверное, что каждый 4-й киловатт-час возобновляемой энергии, которую мы потребляем, это проекты, которые были профинансированы Банком развития Казахстана. Помимо этого, конечно, мы большую работу делаем с точки зрения газификации, с точки зрения перевода с угля на газ. Яркие примеры — это вот проекты перехода с угля на газ Алматы ТЭЦ-2 и Алматы ТЭЦ-3. Совместно реализуем с Европейским банком реконструкции и развития, с Азиатским банком развития, с Евразийским банком развития. Очень важная часть для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе Алматы. Второе направление, которое очень важно с точки зрения приоритетов, это фокусирование на средний и верхний передел. Не секрет, что у нас достаточно большая часть доходов это связано с низкопеределом, но мы большой фокус делаем для того, чтобы перерабатывать и продавать готовую продукцию, где наибольшая добавленная стоимость. Не знаю, в рамках нее можно хороший кейс рассказать про алюминий. Мы профинансировали первый проект по подготовке первичного алюминия, а сейчас мы уже финансируем проекты по производству радиаторов, алюминиевых банок, кабелей и так далее. То есть вот следующий передел, который очень важен для нас. Этого раньше не было? Раньше, наверное, было, но не так, наверное, массово, как бы хотелось. Поэтому мы видим большой потенциал, на самом деле, у страны именно в переработке. Это не только ГМК, это и химия, это нефтехимия, и сельхозкультуры. То есть задача у правительства по достижению переработки сельхозкультур до 70%. Да? И, конечно же, большой фокус сейчас делается в этом направлении. Кроме того, я хотел сказать, что как меняется облик городов, районов. Хороший пример — город Сарань. Я был там лично 10 лет назад, когда мы рассматривали финансирование одной из крупнейших солнечных электростанций. Сейчас в данном городе создались крупные предприятия. Это и крупный шинный завод, это завод по производству автобусов, завод по производству бытовой техники и так далее. Это очень много предприятий, которые поменяли значительно облик города. Можно сказать также о кейсе города Экибастуз. Сейчас там формируется большой железнодорожный кластер. Там производятся колесные пары, там производятся вагоны, стрелочные рельсы, ну и много-много другое, которое нужно для ЖД производства. Третий интересный кейс — это город Костанай, когда мы видим, что в городе Костанай формируется большой кластер машиностроения. Да, это и завод по производству автомобилей, это завод по производству тракторов, комбайнов,
запчастей и многих других вещей, которые нужны для машиностроения. С точки зрения переработки и производства среднего и верхнего предела мы видим большой потенциал химической и нефтехимической отрасли. И сейчас Банком развития Казахстана реализуется ряд проектов в этом направлении. Да, это производство ПВХ, это производство кальцинированной соды, производство цианида натрия и много-много других вещей, которые нужны для легкой промышленности, для фармацевтики, для строительной индустрии и так далее. И мы с точки зрения Банка развития Казахстана будем продолжать реализацию подобных проектов в Казахстане. То есть мы должны развить ту продукцию, которая не только закроет наш рынок, но и станет конкурентным на других рынках. Это и где-то будет хорошим барометром или оценки конкурентоспособности нашей экономики. Производя продукцию и вводя ее на международные рынки, тем самым мы улучшаем нашу конкурентность. Если наш продукт продается за рубежом, значит он конкурентен. Это большой фокус Банка развития Казахстана по поддержке конкурентных, экспортно-ориентированных предприятий. Давайте, может быть, подробнее про экспорт поговорим. Вот вы упомянули сейчас, может быть, какие-то цифры назовете немножко конкретнее. У нас стоит задача на следующий год, что мы должны удвоить поддержку экспорту со стороны Банка развития Казахстана. Ну и в целом задача стоит у холдинга Байтерек. Очень много хороших кейсов, которые не все знают, что Казахстан экспортирует. Интересный кейс, вот, что 20% производства титана, да, это производство Казахстана. Это тот проект, который был поддержан Банком развития Казахстана. В мире, В мире. И титан очень важен с точки зрения производства воздушных суд и других важных частей. Интересный кейс, что по ферросплавам Казахстан занимает топ-5 экспортеров в мире. И это те проекты, которые современно были поддержаны. У нас в пайплайне есть еще другие проекты, благодаря которым мы ожидаем, что Казахстан войдет в топ-3 экспортеров по ферросплавам. Когда это случится? Эти проекты уже реализуются. Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы это увидим. Конечно, здесь зависит, как другие страны будут себя вести. Да? То есть это же конкуренция. Это не только вопросы нашего производства, это вопросы, как другие страны будут также участвовать в развитии данного направления. Казахстан экспортирует очень много товаров, и трансформаторы, и автомобили, и колесные пары, начиная от удобрений, масличное производство, ферросплавы, кабеля. И вот хороший кейс, компания BioOperations производит глютен, биоэтанол, который продается в западных странах, в Бельгии, Швейцарии. И это основные рынки данного предприятия. Ярким примером экспорта переработанной продукции является экспорт масла жировых продукций. И вот за последние 5 лет мы видим, что экспорт данной продукции увеличился в 4 раза. И это те проекты, которые были профинансированы Банком развития Казахстана. Я озвучу, это вот и проекты в Северной Казахстанской области маслодел, да, это проекты Шымкент-Май в городе Шымкента, в Восточной Казахстанской области то Сейнар и Алтын-Шығыс, Абайской области Казахстан Групп, в городе Астане Бота 2015, в Костанайской области Промбаза 7 и в Жамбыльской области Козырь Агро. Понятно, мы очень много в операционке, не всегда видим какие-то большие вещи, глобальные вещи. И вот когда я готовился к вашему интервью, я обратил на самом деле, что очень много страна делает, и очень много делает БРК. И вот эти кейсы по экспорту, это кейсы по обрабатывающей промышленности, кейсы по пищевой промышленности, по зеленой энергетике, это, конечно, это проекты, это продукты, которые создают добавленную стоимость для страны. Ну хорошо, это масштабы, это большие цифры. Вот. А как обычный житель Казахстана может почувствовать изменения от реализации проектов, которые финансирует БРК? Это обычный казахстанец, чтобы людям было понятно. Очень хороший вопрос. Мы тоже активно, на самом деле, занимаемся. И вот, что мы должны делать для того, чтобы среднестатистический казахстанец почувствовал улучшение. И это в нашей миссии заложено. Банка развития Казахстана. Мы большой упор сейчас делаем на инфраструктуру. Как вы знаете, правительство недавно одобрило большую программу «Национальный инфраструктурный план». Это проекты и энергетики, это проекты и транспортной логистики, это и проекты в цифровой инфраструктуре, и муниципальной инфраструктуре. Ярким примером, наверное, можно сказать проект по газификации страны. Да? То есть Банк развития Казахстана в свое время поддержал проекты по магистральному газопроводу 40, который соединяет южный регион и северный регион. И сегодня, вот, будучи жителем Астаны, мы видим, как меняется образ определенных
сел, поселков, которые получили доступ к газу. Это не только вопросы удобства и комфорта, это и вопросы экологичности. И те регионы южные, Туркестанская область, Жамбыльская область, Кызылординская область, Мангистауская область, газораспределительные сети также были профинансированы своевременно Банком развития Казахстана. Большая сейчас на самом деле идет работа по строительству и модернизации автомобильных дорог. В этом году мы одобрили большую программу по восстановлению 5000 километров автомобильных дорог республиканского значения, и на сегодняшний день уже 1200 километров дорог было восстановлено. И мы эту работу будем продолжать. Это не только модернизация, но это строительство новых дорог, которые очень важны для нашей страны. По данной тематике также можно добавить, что благодаря модернизации 3 МПЗ мы не ощущаем нехватки бензина в пиковый период. А вот я помню, несколько лет назад это большая была проблема. И были большие очереди на заправках, и люди ощущали большой дефицит бензина. Также очень важно отметить ту работу, которая проводится по модернизации железнодорожных вагонов. В этом году мы одобрили большую программу, профинансировали со стороны Фонда развития промышленности 257 пассажирских вагонов и 3000 грузовых вагонов. И порядка 100 пассажирских вагонов уже действуют и работают. Вот буквально на прошлой неделе было открытие первого электропоезда, который соединяет Буровое и Астану. Да? И люди в комфортных условиях, достаточно невысокой стоимости, могут посетить наши красивые места. Я помню эту новость. Получается, это вы финансировали? Да, это было профинансировано нашей дочерней организацией Фонд развития промышленности. Вот хороший кейс также можно сказать, что доступ к интернету в селах. Важный проект. Очень важный проект, потому что мы еще в 2019 году профинансировали проект «Интернет селам», и более чем 1200 сел получили доступ к интернету, стабильному, качественному интернету. И были очень интересные кейсы, когда жители других поселков звонили сотрудникам банка и просили, чтобы вот их поселок тоже включили в периметр данной программы. И мы, на самом деле, планируем дальше эту программу продолжить, потому что понимаем важность доступа к интернету для сел. Очень важная программа, которую мы тоже в этом году запустили, это финансирование больниц. Да, и совместно с Европейским банком реконструкции и развития и другими международными участниками в этом году подписали большое соглашение по финансированию строительства многофункциональной больницы в городе Кокшетау. То есть это очень тоже важная составляющая получения или доступа к качественным услугам. Это и дороги, это и энергия, это и больницы. И здесь мы, как Банк развития Казахстана, понимая важность этого, конечно же, активно участвуем в этих направлениях. То есть такие проекты с социальной направленностью, да? Совершенно верно. Но вот, когда мы говорим социальной направленностью, однозначно да. Что мы еще делаем? Мы, конечно же, активно работаем с нашими заемщиками, чтобы они тоже были социально направлены. То есть важность, конечно, чтобы и бизнес был социально направленный. И в рамках этого вот мы внедрили практику ESG. И когда мы смотрим проекты через призму экологичности, социальности и корпуправления. Если проект соответствует данным требованиям, то мы даже снижаем ставку процентную для того, чтобы стимулировать данные проекты. С точки зрения, наверное, финансиста это хорошо, потому что если проект соответствует этим стандартам, соответственно, у него риска меньше. Соответственно, стоимость денег для этого предприятия, она должна быть дешевле. И эту вот философию мы сейчас внедряем в нашу деятельность для того, чтобы поддержать такого рода социальные, экологические проекты и с правильной корпоративной культурой. Мы формируем и команду внутри банка, и аналитику, и экспертизу для того, чтобы эту экспертизу проводить. И буквально на прошлой неделе мы получили рейтинг от Fitch, который оценивает соответствие банка этим принципам. И хорошая новость, что мы получили рейтинг 2. То есть если в прошлом году у нас был рейтинг 3, сейчас рейтинг 2 с баллом 6,4. Это очень хороший балл. Если не ошибаюсь, это сейчас наивысший балл среди всех финансовых учреждений Казахстана. И вот буквально на днях вышел отчет от PwC по топ-50 предприятий Казахстана, которые раскрывают информацию по ESG. Банк развития Казахстана вошел в топ-10 предприятий, которые максимально раскрывают данную информацию. Это как раз и вопрос открытости и прозрачности нашей деятельности, так как, по сути, ESG это как раз вот и включает элемент
governance, да, так называемое corporate управление, которое очень важно с точки зрения раскрытия нашей информации. Я хочу спросить, просто уточнить, эта мера вот снижения ставки, она увеличила как-то число, да, желающих принять участие, то есть в таких проектах профинансировать? Мы видим, что бизнес тоже трансформируется, то есть бизнес на самом деле идут навстречу. Да, идут навстречу, и они понимают на самом деле важность этих вещей. Это не только с точки зрения получения финансирования от Банка развития Казахстана. Они понимают, что их продукт становится более конкурентным, их продукт становится более экологичным. Они понимают, что риски в данном проекте меньше. То есть сам акционер или сам предприниматель на самом деле заинтересован в этом, что он понимает не только плюс с точки зрения финансирования, он получает очень много плюсов других. И это и продажи, это и выход на другие рынки, это, конечно, конкурентность данного предприятия. Давайте поговорим про продовольственную безопасность. Мы, как журналисты, регулярно бываем в правительстве, следим за экономической повесткой и знаем, что правительство уделяет большое внимание вопросу продовольственной безопасности. А вот скажите, занимается ли банк этим направлением? Для нас это один из приоритетных направлений, и в этом году мы одобрили большую программу по развитию пищевой промышленности на сумму 500 миллиардов тенге и уже профинансировали ряд проектов на примере той же Макинской птицефабрики. Сейчас, благодаря данной работе, мы видим, что уровень импорта сократился до 36%. Если раньше мы очень много закупали мясо птицы за рубежа, то сейчас наши казахстанские производители производят собственное мясо. Да? Собственное производство. Собственное производство, да. И второй интересный проект, который в этом году мы также профинансировали, это Примакус. Тоже очень важный проект с точки зрения продовольственной безопасности. И у нас в пайплайне еще несколько проектов, которые мы планируем увеличить и все-таки заместить импортозамещение и так, чтобы эти предприятия потом были конкурентны на региональном уровне. Большой проект, который сейчас также реализуется, это производство томатов и огурцов. Наверное, крупнейшая теплица в Центральной Азии сейчас реализуется в Туркестанской области, 50 гектар. И для аналогии, наверное, 50 гектар – это 50 футбольных полей. Это очень большая, и продукция данной теплицы не будет только продаваться в Казахстане, но и также будет экспортироваться. Да. Что нам это даст? Нам позволит это больше не покупать овощи у соседних стран, как сейчас это происходит? Однозначно это увеличит местное производство. И мы видим огромный потенциал в этом направлении. И когда мы говорим пищевая промышленность, мы не только говорим о самой пищевой промышленности, мы говорим, что нужно сделать для того, чтобы пищевая промышленность развивалась. Например, те же удобрения. Мы понимаем, что развивая удобрения в Казахстане, это подстегнет росту пищевой промышленности. И в рамках этого мы поддержали проект по производству аммиака, аммиачной селитры. И видим, и в пайплайне есть другие проекты по производству калийных удобрений, фосфорных удобрений и так далее. То есть это в конечном итоге даст конкурентное преимущество нашей пищевой промышленности в Казахстане. То есть одно напрямую связано с другим, и чтобы развить один проект, вы финансируете другой. Так называемый кластерный подход, который сейчас мы внедряем на уровне холдинга Байтерек, когда мы не оцениваем не только конкретный проект, а мы оцениваем ряд смежных проектов, которые имеют цепочку и важность видеть всю картинку, развивая взаимосвязанные проекты, которые дадут конечный результат уже как в виде конечной продукции, которая будет экспортироваться. Получается, любой желающий может подать заявку? Да, именно, что любой предприниматель может подать заявку онлайн через личный кабинет. Но здесь очень важно отметить, что есть определенный мандат у банка, то есть банк финансирует проекты от 7 миллиардов тенге, это инвестиционные проекты, а экспортные операции мы финансируем от 1 миллиарда тенге. То есть вот эти требования очень важны. Понятно, есть у нас основной фокус, что это обрабатывающая промышленность должна быть, это должна быть инфраструктура. У нас есть определенное ограничение, что мы не можем финансировать горный бизнес, производство алкоголя, табачной продукции. У нас есть определенное ограничение по финансированию торговли и жилищного строительства. Это не наш мандат. Но все проекты, которые соответствуют этим критериям, могут быть рассмотрены банком. Марат Талгатович, а как банк отбирает эти проекты? Расскажите, вот какие критерии есть, и, то есть, чтобы оценить целесообразность вложений, и кто принимает финальное решение? Ну, как я сказал, Алина, ранее, у нас личный кабинет, и любой предприниматель может подать заявку. То есть мы открыты для всех. И с точки зрения рассмотрения и одобрения проекта, конечно же, мы смотрим на социально-экономический эффект данного предприятия на регион, на сектор, на страну. И в рамках этого мы включаем определенные встречные обязательства, что
Предприниматель должен завершить производство. Предприниматель должен создать энное количество рабочих мест. Должен создать определенную налоговую базу по оплате налогов. Должен выходить на международные рынки и так далее. То есть эти встречные обязательства включаются при рассмотрении проекта для того, чтобы этот проект реализовался и он был успешный. С точки зрения принятия решения, у нас есть кредитный комитет, который состоит из экспертов, которые понимают хорошо процессы, понимают хорошо проекты и смотрят с точки зрения возвратности, платности, срочности кредитных средств. Одобрение проектов осуществляется правлением, если сумма ниже 17 миллиардов тенге. Если сумма свыше 17 миллиардов тенге, она одобряется советом директоров. Для бизнеса показатели успеха часто очевидны. Это прибыльность, рентабельность. А что определяет успешность инвестиционного банка? Каковы ключевые метрики эффективности для БРК? Вы правы, что для бизнеса это прибыльность, рентабельность. У нас мандат немного другой, но здесь необходимо сделать определенную корректировку, что мы не инвестиционный банк, мы именно банк развития. И здесь очень важно составляющее слово «развитие». И наш КПД – это построенные заводы, построенные фабрики, это рабочие места, это налоги, это экспорт. В конечном итоге это благосостояние нашего населения. Те факторы, которые влияют напрямую. И нас оценивает нашу деятельность по этим факторам в первую очередь. Марат Алгатович, вот вы сказали, что БРК – это не инвестиционный банк. А можете для наших зрителей, не финансистов, объяснить, в чем разница между инвестиционным банком и банком развития? Это немного разные дефиниции. То есть инвестиционный банк – это все-таки банк, который нацелен на получение прибыли через инвестиции. Банк развития, фокус все-таки на слово «развитие», как я сказал ранее, и имеет мандат, например, в нашем случае, это благосостояние населения. Есть другие примеры, когда борьба с бедностью, например, у Всемирного банка, у Европейского банка реконструкции и развития это продвижение рыночных механизмов. То есть у каждого банка развития есть определенный мандат, и в этом и отличие, наверное, от инвестиционного банка. Все ли проекты, поддерживаемые БРК, успешно реализуются? Бывают ли такие случаи, когда перерезали ленточку, а потом фактически проект не развивается дальше? Здесь важно отметить, что на сегодняшний день у нас очень здоровый портфель. У нас порядка 3,5 триллиона действующий портфель, и уровень так называемого non-performing loans, это неработающие кредиты, скажем так, если переводить дословно, то он очень низкий, порядка 0,28%. Если сделать аналогии с коммерческими банками БВУ, то, как правило, это показатель 4-5% и выше. То есть это о чем говорит? О том, что у нас достаточно здоровый портфель, который работает, предприятие действует и который возвращает кредиты Банку развития Казахстана. Это важно с точки зрения поддержания нашего рейтинга. То есть, как вы знаете, в этом году Банку развития Казахстана подняли рейтинг Moody's, и наши рейтинги, они, по сути, равны рейтингу страны. И не имея прямой государственной гарантии, мы имеем рейтинги равной страны, что нам дает возможность привлекать денежные средства достаточно на хороших условиях. И когда рейтинговые агентства оценивают и ставят рейтинг, они смотрят в первую очередь на кредитный портфель, смотрят окупаемость портфеля, смотрят, какие процессы и процедуры есть при рассмотрении проекта, как одобряется проект, какие проекты были профинансированы. То есть они делают определенную оценку нашей деятельности, и на основании этой оценки инвесторы принимают решение, вкладывать в Банк развития Казахстана или не вкладывать. И, кстати, вот с момента образования банком было профинансировано уже более чем 150 предприятий, которые сейчас работают, которые создали рабочие места, которые платят налоги. Более чем 34 тысячи квалифицированных постоянных рабочих мест было создано на данных предприятиях. И вот хорошая информация, кстати, вот буквально на днях вышла, что наши заемщики, они оплатили порядка 700 миллиардов тенге налогов в бюджет. Это те параметры, которые мы оцениваем при рассмотрении проекта. А как оценивается успешность проектов, которые финансирует банк? Успешность проекта оценивается в конечном итоге: данное предприятие, данное производство запущено, оно работает, оно создает рабочие места, оно платит налоги, она выходит на международные рынки. И мы при одобрении вставляем определенные встречные обязательства, которые необходимо будет выполнить при получении финансирования. Да, также очень
важная составляющая, что мы в рамках встречных обязательств также ставим определенные условия по повышению заработной платы для сотрудников. И конечно же, в рамках текущей повестки очень важная часть — это развитие отечественного товаропроизводства. То есть определенные требования по покупке и продвижению отечественного товаропроизводства также учитываются при рассмотрении проекта. Существует такое мнение, что БРК не поддерживает малый бизнес. Почему? Надо учитывать, наверное, наш основной мандат. То есть мы банк, который сфокусирован на средний и крупный бизнес. И в рамках реализации крупномасштабного проекта, как правило, формируется большой пласт малого и среднего бизнеса, который обслуживает, который поставляет сырье, поставляет запчасти, который ремонтирует, который транспортирует и так далее. И в наших конкретных проектах мы уже видим создание определенных кластеров малого и среднего бизнеса, которые работают совместно с этим крупным бизнесом. Но понимая важность развития малого и среднего бизнеса для страны, посредством нашей дочерней организации Фонд развития промышленности, мы профинансировали более чем 2400 проектов. И, как правило, это малый и средний бизнес. Только в этом году ФРП профинансировала более чем 220 проектов. И здесь очень важно также отметить ту работу, которую сейчас мы проводим, это по созданию малых промышленных зон. В чем сущность данной инициативы, что малые промышленные зоны реализуют совместно СПК, и предприниматель, он не думает о инфраструктуре, он не думает о площади, он не думает о дорогах, о доступности, он думает только о своем бизнесе, как сделать свой товар лучше. И предоставляя эти зоны, по сути, мы даем возможность фокусироваться на самом производстве для предпринимателя. То есть вы облегчаете им работу? Облегчаем работу, и мы убираем ту работу, которая, наверное, не свойственна для данного предпринимателя. Его работа не думать, как подключить электроэнергию, как получить доступ к воде, как получить земельный участок, а заниматься тем делом, которым он любит, и где он зарабатывает, и где его является основным источником дохода. И в рамках этого запустили программу в 8 областях, 34 промышленных зон реализуется. Это в городе Шымкент, Северно-Казахстанской области, Кызылординской области, Жамбыльской области, Карагандинской области, Костанайской области, Туркестанской области и в городе Астане. Мы ожидаем, что первые проекты будут запущены уже в первом полугодии следующего года. Расскажите, какие основные источники финансирования использует БРК, насколько они диверсифицированы, и видите ли вы риски какие-то, может быть, в зависимости от внешних или внутренних факторов? Модель Банка развития Казахстана, она в какой степени уникальная, потому что на 1 тенге, который нам дает государство, мы привлекаем 5 тенге рыночных средств. Мы очень активно привлекаем как на локальных рынках, так и на международных рынках капитала. Вот я ранее говорил, что в этом году мы привлекли порядка $1 миллиарда США и 165 миллиардов тенге на финансирование дорог, на финансирование пищевой промышленности, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры. В чем важность этих вещей, что эти деньги, они рыночные, они предоставлены крупными инвесторами, такие как BlackRock, Amundi, Morgan Stanley и так далее. То есть это инвесторы, которые поверили в страну, поверили в Банк развития Казахстана и, по сути, профинансировали покупку долговых бумаг. Здесь немаловажно ответить на те вещи, которые мы делаем в первый раз. В прошлом году мы выпустили дебютные зеленые облигации по сертификации Climate Bonds Initiative. Это впервые в Казахстане. Мы выпустили первые устойчивые облигации на международных рынках капитала. То есть в чем отличие, наверное, от обычных облигаций? В том, что они имеют определенные обязательства по зелености, да, по экологичности, и имеют определенные обязательства по устойчивости, по социальности. То есть инвесторы, которые вкладывают, они вкладывают не просто потому, что БРК, а потому что у БРК есть определенные проекты, которые соответствуют их критериям и мандату. Марат Талгатович, давайте представим, что у БРК неограниченный инвестиционный портфель. Какой важный для Казахстана проект вы бы профинансировали в первую очередь в таком случае? Очень интересный вопрос. Вот еще буквально 10 лет назад, когда я еще работал в Международном банке, мы с коллегами очень активно обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы улучшить экологическую обстановку города Алматы. И никому не секрет, что первый проект по переводу с угля на газ, первое ТЭО еще было подготовлено на начало 2000-х. И буквально в прошлом году мы подписали
кредитное соглашение совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития по модернизации ТЭЦ-2, переводу с угля на газ. И в этом году реализуем совместно с Евразийским банком развития по модернизации, переводу с угля на газ уже ТЭЦ-3. И это значительно улучшит экологическую обстановку города Алматы. Да? И мы, на самом деле, хотим и видим большую возможность реализовывать экологически зеленые проекты. Но отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что большой фокус, который мы хотим уделить, это мусоропереработки. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, порядка 20 или 30% у нас мусора перерабатывается. Пока. 7-8 лет назад, если не ошибаюсь, это было всего 3%. То есть очень хорошая динамика, но все же большая часть мусора, она не утилизируется, она не перерабатывается, она не используется заново. И в рамках данной работы мы ожидаем, что в следующем году мы профинансируем ряд проектов по мусоропереработке, по утилизации, переработке, сортировке твердобытовых отходов. Через нашу дочернюю организацию Фонд развития промышленности. Марат Алгатович, вы ранее упоминали цифровизацию как один из базовых принципов стратегии банка. Расскажите, пожалуйста, как БРК внедряет цифровые решения для достижения своих целей? Вы правы, цифровизация является одним из важных направлений банка. Мы сейчас внедряем продуктовый подход, когда каждая служба смотрит не с точки зрения своего личного процесса, а смотрит с точки зрения всего продукта. Тогда мы переходим из процессного подхода, по сути, переходим к продукту. В конечном итоге продукт — это финансирование, это реализованные проекты, это возврат кредита и созданные рабочие места. И здесь мы видим большой потенциал по оптимизации и сроков просмотрения, и улучшения бизнес-процесса и так далее, потому что мы тогда нацелены на результат. И в связи с этим мы создали отдельную службу, это команду дата-аналитиков, смарт-ребята, которые являются сотрудниками банка с разных подразделений, которые каждые 2 недели дают определенные решения, что можно сделать лучше в нашем банке. И большой пласт именно по цифровизации. Да, это вопросы формирования big data, вопросы формирования больших данных и использования и формирования аналитики. Это вопросы, связанные с подготовкой в виде дэшбордов. Конечно, для того, чтобы мы могли сделать правильное решение на основании той информации или тех процессов, которые у нас есть. Эту работу мы проводим. И важно, конечно же, отметить то, что на уровне холдинга Байтерек сейчас формируется корпоративное хранилище данных, где стекается определенная информация, так называемый big data, да, на основании этого, которому мы можем сделать правильную аналитику. Так как мы записываем наше интервью под конец года, давайте поговорим об итогах, с чем БРК заканчивает 2024 год, каких показателей достигло финансовое учреждение и все ли цели достигнуты. У нас достаточно хорошие показатели в этом году, я бы сказал, наверное, рекордные. Мы в этом году профинансировали более чем 50 проектов на общую сумму 1,3 триллиона. Это и включая инвестиционные проекты, так и включая экспортные операции. За прошлый год мы заработали как банк 180 миллиардов тенге, из них половину выплатили в виде дивидендов, порядка 90 миллиардов тенге. В этом году мы тоже ожидаем хорошую чистую прибыль, которую мы распределим часть в виде дивидендов нашему акционеру, соответственно, правительству. С точки зрения нашего портфеля очень важный показатель — это рентабельность на активы и рентабельность на капитал. В этом году мы ожидаем, что рентабельность на активы будет порядка больше 2%, и рентабельность на капитал больше 12%. Это о чем говорит о том, что банк устойчив, что банк имеет хорошие показатели и финансовые результаты. В этом году мы внедрили определенные новые механизмы. Синдицированные займы, это и механизм гарантирования, и уже есть конкретные сделки, которые мы реализовали. В чем суть? В том, что мы не используем нашу ликвидность или используя ограничивая. Мы привлекаем финансовые средства банков второго уровня, либо международные финансовые организации для того, чтобы финансировать казахстанские проекты. 3 синдицированных займа было подписано в этом году на базе и как международного права, так и на базе локального казахстанского права. Это и производство напитков в Алматинской области, это и строительство многофункциональной больницы в городе Кокшетау, это производство кальцинированной соды в Жамбыльской области. Очень важные проекты для экономики страны. На пороге 2025 год. Расскажите, какие у ПРК планы на будущее, на следующий год? Наши планы очень сильно связаны с планами правительства по реализации крупномасштабных инфраструктурных инвестиционных проектов. Как вы знаете, в этом году утвердили большую программу
национального инфраструктурного развития, и мы ожидаем, что мы будем активно участвовать в реализации данной программы. Также есть программа по реализации топ-17 крупных инвестиционных проектов, которые дадут большой эффект развития национальной экономики. Мы ожидаем, что мы тоже, как Банк развития, будем активно участвовать в реализации данных проектов. Ну и в целом можно сказать, что перед правительством стоит задача по удвоению ВВП 2029 года, и мы понимаем, как Институт развития, мы должны активно участвовать в реализации данной задачи. Вот эти 17 проектов в каких отраслях? Это в основном обрабатывающая промышленность, где именно создается дополнительная добавленная стоимость. Это переработка, это машиностроение, это химия, нефтехимия, ну и пищевая промышленность. Марат Талгатович, в завершении нашей сегодняшней встречи позвольте вас поблагодарить за интересную беседу. Буду честна, я много нового узнала о деятельности БРК и в целом о вашей работе. Большое вам спасибо, что пришли. Спасибо большое за приглашение и за возможность рассказать о нашей деятельности. Мы, как Банк развития Казахстана, мы открыты, и мы всегда рады рассказать о нашей деятельности. Спасибо.